Ассаламу алейкум, сахамсарам мехкой. Приветствую вас на пятом полуюбилейном выпуске, и мы с вами уже разобрали немало грамматических тем. Но мы не останавливаемся на достигнутом и смело идем вперед с гордо поднятой головой. На данном уроке я хотел бы рассказать вам про отрицательную форму предложений и также про вопросительно-отрицательную форму, которой нет в русском языке в том виде, в котором она есть в ингушском языке. И вернемся к нашей отрицательной форме. Структура тут такая же, как и в вопросительных предложениях. То есть мы меняем немного форму наших предлогов. В превращается в вац. Совахцис, хове. Это не я, это ты. Я преобразуется в яц. Сояцис, хое. Это означает это не я, это ты. Но относится это уже к женскому полу. Б превращается в бац. Уж вежери и Б, они братья. Уж вежери и бац, они не братья. И последнее «д» у нас превращается в «дац». Тхо вежери дац. Мы не братья. Обращайте особое внимание не только на то, чтобы просто прибавить «ц» в конце, но также на то, какой предлог вы используете, так как ошибка использования предлога сделает все, что вы говорите, абсолютно неправильным. Да, скорее всего, слушатели вас поймут, но звучать такое предложение будет крайне несуразно. Давайте возьмем, к примеру, исключение из классов имени существительного. Нускал – невеста, с которым мы используем предлог «д», а не «я», как с женским классом. Если мы скажем «из нускал яц», а не «из нускал дац», то да, каждый человек поймет, что мы хотим сказать, но каждый согласится с тем, что это даже звучит как-то не очень. Или же другой пример с местоимением «тхо» – «мы», с которым мы также используем предлог «д», а не «б», как с множественным числом. Возьмем предложение «мы не братья» и скажем «тхо вежери бац». Это также будет грубой ошибкой. Правильно будет «тхо вежери дац». Кто-то может спросить, почему же все-таки мы используем «д», если слово «вежери» не является исключением, и с ним мы используем предлог «б», то мы должны понимать, что местоимение «тхо» у нас является смыслообразующим, и наш предлог будет привязан именно к нему. Мы закончили с отрицательными предложениями и можем далее переходить к вопросительно-отрицательной форме, которой, как я говорил, в русском языке в такой устойчивой форме нет. Она у нас так же, как и наша отрицательная и вопросительная формы, связана с нашими классами имени существительного. Сама ее формулировка сама о себе ясно говорит, что она из себя представляет. Из стандартного предложения, например, «это твой брат», она делает «это разве не твой брат?». Давайте разберем предлоги, которые изменяются в данной форме, и затем составим несколько примеров. В преобразуется в ветий, Е – етий, Б – бетий и Д – дети. И пример, который мы уже разбирали выше, это твой брат, исхавоша ви, станет у нас исхавоша ветий, это разве не твой брат? Другой пример уже с женским классом. Исхайо и – это твоя дочь. И в вопросительно-отрицательной форме исхайо етий – это разве не твоя дочь? Вопросительно-отрицательная форма является довольно распространенной в ингушском языке. Ее употребление можно встретить на каждом шагу. Разберем еще несколько примеров на основе других предлогов. Предлог «б». Уж вежери би, они братья. Или же уж вежери бети, они разве не братья? Как я уже говорил выше, данная форма образования предложения является для ингушей уникальной. Конечно, в каждом языке можно составить предложение, использовав соответствующие слова, но в ингушском языке она является устойчивой. В других языках я подобной формы не встречал, но, возможно, это лишь мой скудный опыт. Если вы знаете подобные формы образования таких предложений в других языках, пишите их в комментариях и как образуется эта форма. А мы разберем наш последний вариант образования вопросительно-отрицательных предложений, используя предлог, примеров с которым мы еще не разбирали. Шо нок остиди, вы друзья, и вопросительно-отрицательная форма. Шо нок остидети, вы разве не друзья? И подводя итог, мы можем сказать, что данные виды предлогов ветий, етий, бетий, дети мы можем перевести на русский язык как «разве не?». И давайте коротко резюмируем, что же мы с вами сегодня узнали. Сегодня мы с вами научились составлять отрицательные предложения в различных формах и запомнили, что для того, чтобы сделать отрицательную форму, нам просто нужно прибавить «ц» к соответствующему предлогу, и тем самым мы получим отрицательную форму. Еще мы узнали, что такое вопросительно-отрицательная форма предложения в ингушском языке и научились использовать данную форму в разговорной речи. И на этом наше с вами занятие подходит к концу.
Как всегда, подписываемся на Инстаграм Ассоциации ИРАЛ. Ссылка, как всегда, в описании к ролику. А также на мой Инстаграм English Education, где вы также узнаете много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Следите за обновлениями и учите родной язык вместе с нами. Ассаламу алейкум. Адик хилышин. Что? Кролику. Кролику?